Каждый раз, когда что-то у нас происходит на тему войны, я каждый раз себе говорю, что я ничего не буду говорить, ничего не буду комментировать и высказываться, но, к сожалению, я не могу это сделать, потому что для меня это очень острая тема. Что хочу сказать по поводу вчерашнего выступления и по поводу объявленного праздника. Я ничего не хочу говорить по поводу чиновников, они сами без нас разберутся, они там поймут, не знаю. Хочу сказать про наших людей, которые сидят в интернете, в комментариях и пишут такие страшные вещи. Вот такие страшные вещи, это лично для меня, это очень страшно. Я вам сейчас поясню. Я вам скажу, что страшно. Страшно то, что не то, что устраивается праздник. Я тоже очень люблю различные праздники, я люблю разную культуру, я люблю обычаи разные, я люблю смотреть на разные обычаи, я люблю кухню разную пробовать, я очень люблю. Дело не в празднике, но все это уже поняли. Но я хочу сейчас поговорить и сказать вам о комментаторах, которые сидят и строчат под разными новостными лентами в духе того, что ну что вы говорите, это же наше прошлое, да, это было, это прошло, теперь мы должны идти дальше, смотреть на мир. То есть вы серьезно сейчас? То есть вы говорите серьезно то, что это наше прошлое? Главное, чтобы мирное небо над головой. А кто это мирное небо нам дал? Не те ребята, которые сейчас лежат в земле, и мы просто один раз в году, вот именно этих ребят 3 июля мы не можем вспомнить и хотя бы не устраивать фестивали, концерты или еще что-то. А самое ужасное, знаете, что произошло вчера в публикации в Facebook? Я была просто в шоке. Я не помню сейчас ни имя, фамилия. Я когда начинаю нервничать и когда я злюсь, меня вообще просто в голове происходит каша и суматоха. Человек сделал публикацию, которую написал, что он преподает историю Абхазии, не знаю где, в какой школе, вообще в каком городе. Но самое страшное то, что он всем в комментариях начинает пояснять, что праздник это хорошо, и ну и что, мол, там 3 июля, мы все помним это, но можно там с утра что-то там почтить память, а потом и пойти на концерт и попраздновать. Этот человек, ну я в общих чертах объяснила, что он пишет. Это человек, который преподает историю и утверждает, что он очень много там изучал, но он не старый, он не ветеран, но он очень много общался с ветеранами и изучал нашу войну, нашу историю. И вот сидят, пишут малолетки, которым, наверное, родители не объяснили, что такое война, что такое почтить память, что такое воздержаться от чего-то там. Понимаете, все накинулись на те комментарии, которые, что кто против этого праздника именно в этот день, 3 числа. И комментирующие пишут, ну что у нас весь год Великой Отечество, простите, нервничаю, весь год у нас война, говорит, была и все трагические даты, что нам теперь не жить? Вот так комментируют. Мне просто страшно за моих детей. Если это комментируют люди, которым сейчас вот 25-30 лет, а чему они научат своих детей? Мне вот это просто интересно. Чему они научат? Какому патриотизму? Какому почтению? Чему они научат? Мне вот это, я хочу вот этот вопрос задать. Что вы передадите своим детям? Что? И спросите, пожалуйста, задайте себе вопрос. Благодаря кому у вас мирное небо, и благодаря кому вы устраиваете концерты, пляски и прочее, прочее. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. И слава Богу, мы не вымрем, как мамонты, если мы один день не попразднуем, а перенесем всего лишь на другой день. И я с удовольствием тоже пойду и посмотрю. Но надо знать, когда ходить, куда и зачем.